северо-восток Якутии, заказник Чайгургино, середина мая. Да, холодновато, пожалуй, под 30 будет. А вот и такси подано, пожалуйста. Дальше помчимся, так сказать, с ветерком. Однако, сказал дядя Коля, у нас холодно только 2 месяца, а в остальное время, однако, очень холодно. Здравствуй, мордочка, скорее беги, спрячься, а то махноногий конюк догонит тебя, и тогда уж будет плохо. А вот и Пуночки, предвестницы весны. Увидишь Пуночку, услышишь ее веселую трель, и радостно становится на душе, говорят местные жители. Меня давно манил этот суровый прекрасный край, низовье Колымы. Тишина удивительная, каждый шорох события. Хозяева тундры спешат, весна торопит. С каждым днем мир пернатых становится все разнообразнее. Это канадские журавли. В Канаде и в Северной Америке индейцы называют их птицами песчаных холмов. Это стройная и красивая птица с легкими, изящными и спокойными движениями. Очень осторожна и умна. Полная кладка у канадского журавля только 2 яйца. В основном ее насиживает самка. Ученые знают 13 видов журавлей. Все они моногамы, и брачный союз у них на всю жизнь. Живут они долго. Рекордсмену-долгожителю в одном зоопарке недавно исполнилось 87 лет. О том, что журавли танцуют, знают многие. Но танцуют они по разным причинам, и танцы у них бывают разные. Цель этого танца, например, увести нас за собой от гнезда, отвлечь. Вот это удача! Это король тундры, Сапсан. Нападая на жертву, он поднимается высоко вверх и оттуда, сложив крылья, стремительно кидается на добычу. Скорость невероятна — 360 км в час. Совсем недавно о такой скорости мечтали летчики. Они нападают открыто, в воздухе, оставляя без внимания лежащую мертвую дичь. Поэтому их называют благородными соколами. По земле сокол передвигается неуклюже. Идет как-то подпрыгивая, помогая себе крыльями. Встречается сокол все реже, занесен в Красную книгу СССР. Знаете, кто этот обжора? Это наша знакомая мордочка, лемминг. За короткое лето он проглатывает до 45 килограммов разных трав, ягод, грибов и листьев. Только за один день съедает в 1,5, а то и в 2 раза больше своего веса. Аппетит неплохой, но что делать? Надо накопить жир на долгую-долгую зиму. В благоприятные годы самки плодятся с удвоенной силой. Весело тогда и песцу, и лисе, и сове, и махноногому конюку, объедению, так сказать. На севере говорят, кто хоть раз в жизни видел розовую чайку, тот человек счастливый. Более 100 лет ученые искали розовую чайку, искали место ее гнездовья, наконец нашли,
Но как розовые чайки проводят долгую полярную зиму в северных морях, и по сей день не совсем ясно. На этом можно было бы закончить наш рассказ о жар-птице севера, если бы не новая сенсация. Найдены новые места гнездовья розовых чаек на Таймыре. Куда ни глянешь, радуга красок. Вот вам и север. Такого обилия цветов не встретишь, наверное, больше нигде. Наблюдая за птицами, мы позабыли о комарах. Ну, тут уж каждый защищается как умеет. Чеченок их просто ест. А олени бегут от них с юга на север, ближе к берегам Ледовитого океана, где сильные ветры отгоняют комаров. Однако, продвигаясь на север, олени стада получают и вторую выгоду. Они как бы догоняют весеннее цветение трав, кормятся питательными, насыщенными витаминами молодыми побегами. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип, куличок-воробушек, здравствуй, куличок-воробушек, как поживаешь, куличок? Впервые в этих местах мы нашли гнездо кулика-воробья. Интересная и необычная ситуация. Самка откладывает яйца в 2 гнезда разом. В одном для своего, так сказать, супруга, в другом для себя. И каждый высиживает свою кладку отдельно. Яйцо маленькое, но вслушайтесь, как бьется сердечко. Вы только вслушайтесь. Враг в природе не знает пощады. Песец, волк, лиса часто разоряют гнезда. Им нужно есть, нужно кормить своих детей. Обидно, когда убивает человек. Убивает просто так, без нужды. Немало еще любителей разглядывать природу сквозь ружейный прицел. И хотя в некоторых странах разрешается охотиться на журавлей, я лично придерживаюсь точки зрения индейцев, японцев и наших крестьян. Убить журавля – большой грех. Как сейчас быть самке? Теоретически она может и одна высидеть малышей. Тем более, что они, так сказать, на подходе. Ну что ж, попробуем помочь. Пока мы рядом, вам нечего бояться песца. И тот с ружьем тоже не подойдет.
Погода на севере никогда не балует. Нередко в июле выпадает снег, а это ведь самый теплый месяц здесь. И постоянно дуют холодные ветры. В семье Сапсанов у каждого свои обязанности. Самец обеспечивает пищей, а мать ее раздирает на кусочки и кормит малышей. Самец этого не умеет, и в случае гибели самки он приносит много пищи, а малыши погибают от голода. Самец приносит самке пищу и кладет недалеко от гнезда, а иногда самка встречает самца в воздухе, и он передает ей добычу на лету, просто перебрасывает ее. Каждая встреча сопровождается громкими криками, это, так сказать, дружеские приветствия. Местные жители называют Сапсана гусиным пастухом. Пернатые, которые цепенеют от ужаса при его появлении, безбоязненно селятся рядом с гнездом своего злейшего врага. Парадокс в том, что Сапсан бьет жертву, только летящую в воздухе. И вот Гага к своему гнезду и от него ходит только пешком. Иметь таких соседей, как Сапсан, выгодно, хорошая защита от песцов и других хищников. Гнездо белоклювой гагары мы нашли с трудом. Редкая птица, редкая даже на севере. 2 раза обходили озеро, и только на 3-й чуть-чуть не наступили прямо на гнездо. Очень осторожная птица. Вся жизнь гагар связана с водой. Питаются они рыбой. Лишь ради продолжения рода гагары выходят на сушу, но ходить по ней они не умеют, переползают на брюхе, отталкиваясь лапками. Взлетают они всегда против ветра, и им необходима длинная, так сказать, взлетно-посадочная полоса. «А вот и я», — сказал малыш. «Все-таки высидела вдовушка свою сиротинушку. Сейчас будет легче. Птица не будет привязана к гнезду». Птенцы через несколько часов уже сами умеют схватывать добычу, а через сутки вместе с родителями покидают гнездо. Но чаще всего журавли выращивают только одного птенца. А что происходит со вторым, если, конечно, он вылупится? Сильный малыш убивает слабого. Таков закон природы. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Теперь я уже сам знаю, кто ты. Ты журавленок. Вот ты кто. Ну, беги, малыш, беги.
Осень в тундре наступает медленно. Птицы готовятся к отлету в теплые края. До свидания, малыш. До свидания, север.